Как показывают последние события в Чечне, недостатков в жестких мерах там сейчас нет. Свидетели, которым удалось выбраться из-под бомбежки села Махкеты, рисуют страшные картины. Целью ударов федеральных войск является штаб чеченского лидера Яндарбиева. Но где именно находится этот штаб и есть ли там сейчас Яндарбиев, никто не знает. Андрей Черкасов с подробностями. Из сегодняшних сообщений чеченское первое место по важности последствий стоит поставить заявление пресс-службы объединенной группировки федеральных войск о том, что с лидерами чеченской оппозиции, в частности с Зелимханом Яндарбиевым, вести не собирается. Крупномасштабные операции федеральных частей, начавшиеся на этой неделе, продолжаются и сейчас. По-прежнему блокированы села Гихи и Махкеты. Как утверждает агентство ИТАР-ТАСС, всю прошедшую ночь по Махкеты велся интенсивный обстрел из установок залпового огня «Град» и «Ураган». Число жертв обстрела равно 18, несколько десятков жителей ранены. Их не могут вывести из села, так как вчера, во второй половине дня, федеральные подразделения перекрыли единственную дорогу, ведущую из этого населенного пункта. Некоторых тяжело раненых пытались вывести из Махкеты горными тропами. Из 8 человек, доставленных в больницу Шалинского района, 4 скончались от ран. Состояние остальных оценивается как критическое. Единственное ближайшее место, где пострадавшим могут оказать квалифицированную помощь, остается само Шали. Но город вновь блокирован. Солдаты на блокпостах не разрешают машинам с ранеными проехать через оцепление. Продолжается отток жителей из села Гихи. Сегодня утром близ этого населенного пункта погиб заместитель командующего Северо-Кавказского военного округа внутренних войск МВД России генерал-майор Николай Скрипник. БТР, в котором находился генерал, подорвался на мине. Помощь осажденным в Гихах боевикам пыталось прорваться подкрепление. 2 УАЗа и Нива, груженные оружием. Вновь началась перестрелка. Федералы уничтожили все машины. При осмотре в одной из них обнаружен труп заместителя командующего юго-западного направления Чеченского фронта Доки Махаева. Махаев, в прошлом кадровый офицер советской армии, принимал участие в переговорах делегаций, проходивших несколько недель назад в селе Новые Атаги. Также близ Гихи утром найдено тело главы администрации Ленинского района Грозного Людмилы Радимушкиной. Она была похищена в чеченской столице 5 дней назад. По сообщениям новой власти республики, в Гихи скопилось порядка 300 боевиков. Туда же подтянулись отряды чеченского полевого командира из Шали Абу Мавсаева. Поступила информация о жертвах в результате боевых действий в этом районе. 20 человек убиты, 42 ранены. Другой источник утверждает, что последних больше. В больницах Урус-Мартановского района находится 60 раненых. За минувшие сутки позиции федеральных войск обстреливались 19 раз. 23 солдата ранены, 5 погибли. Российское командование, судя по всему, не собирается прекращать свои адекватные меры. Андрей Черкасов, НТВ. И самое последнее сообщение. Возможно, в ближайшее время возобновятся переговоры по мирному урегулированию в Чечне. Сегодня командующий федеральной группировкой в Чечне генерал Тихомиров заявил на совещании в Грозном, что он готов идти на контакты с представителями сепаратистов. Но, как сказал Тихомиров, на конструктивной основе. А руководитель миссии ОБСЕ в Чечне Тим Гульдиман сегодня высказал мнение, что необходимо успокоить военную ситуацию, а потом уже сесть за стол переговоров. По его словам, готовность к этому высказал и Зелимхан Яндарбиев. Сегодняшний взрыв в Москве словно был приурочен к выходу президентского указа о борьбе с преступностью в Москве и Московской области. Указ этот сегодня комментировал один из авторов, секретарь Совета Безопасности Александр Лебедь. Пожалуй, впервые подобного рода документ устанавливает персональную ответственность за его выполнение. Впрочем, на сегодняшней пресс-конференции Лебедя шла речь не только о преступности. Журналистов интересовала оценка секретаря Совета Безопасности последних событий в Чечне. Алексей Кандулуков с пресс-конференции Александра Лебедя. Тихомиров — это очень управляемый человек, управляемый генерал. Просто принимал адекватные меры на месте. И его ультиматум стал следствием ультиматума Удугова. Не он начал. Его загнали в такие рамки, к сожалению. Такое мнение о последних заявлениях командующего федеральными силами в Чечне высказал сегодня Александр Лебедь. Секретарь Совета Безопасности пока не спешит предлагать собственную оценку обстановки в Чечне и занят прежде всего ее изучением. Уже есть наметки к разрешению этой проблемы, но в целостную картину они пока не сложились. Когда сложится, тогда будет визит. И
принятие определенных решений, претворение их в жизнь. Пока за основу взято одно положение. В ходе прошедших выборов была проявлена воля чеченского народа. Люди устали от войны. Эта воля вылилась в избрание главы республики, двухпалатного парламента. Эту власть надо распространять ниже. Может быть, через 1,5 года будет другая воля, но сегодня она такая. Рассуждения генерала на чеченскую и другие темы, видимо, начнут наполняться реальными делами в ближайшее время. Лебедь рассказал сегодня о 2 указах, подписанных вчера президентом. В совокупности эти указы значительно расширяют полномочия секретаря СБ, а точнее дают ему реальную власть. Это Лебедя вполне устраивает. По указу о Совете Безопасности он, во-первых, получает право проводить документальную проверку деятельности силовых структур. Во-вторых, предлагать президенту наказания для тех руководителей, которые не справляются с обеспечением безопасности. В-третьих, секретарь Совета Безопасности по поручению президента будет предоставлять ему информацию на всех лиц, рекомендуемых на высокие государственные посты. В Совете Безопасности будет 4 управления: оборонная безопасность, общественная, экономическая и информационная. Кроме того, СБ напрямую будет следить за обеспечением безопасности в субъектах Федерации. Второй указ президента о борьбе со столичной преступностью Лебедь комментировал не так подробно, отметив только, что он направлен на подрыв материальной базы организованной преступности и поможет обеспечить лучшее взаимодействие правоохранительных органов. Лебедь подчеркнул, что все это усиление борьбы в рамках существующих законов. Никаких троек, никакого произвола, никакой ненужной стрельбы. Только закон. Сейчас, по словам Лебедя, завершается создание в силовых ведомствах специальных штабов по исполнению данного указа. Они, видимо, будут подчиняться Центральному штабу при Совете Безопасности. Кроме прочего, это, вероятно, усилит позиции секретаря СБ внутри силовых структур. Впрочем, конкретные дела о коррупции не заставляют себя ждать. Журналисты поинтересовались мнением секретаря о недавней статье в «Новой ежедневной газете», где в преступных деяниях обвиняется Торпищев, Коржаков и Барсуков. Я знаком с этой публикацией. Комментарий очень спокойный. Это дело Генеральной прокуратуры. Генеральная прокуратура сейчас поставлена перед необходимостью приглашать некоторых граждан принудительным путем, потому что все уклоняются от явки под разными благовидными предлогами. Генеральный прокурор близок к принятию решения о возбуждении уголовного дела. По поводу сегодняшнего взрыва троллейбуса в Москве Лебедь сказал следующее. Это террористический акт, причем безумный и бездумный, с целью нагнетения напряженности в стране, создания обстановки, вот это изнурение, когда вот человек едет на работу, над ним постоянно висит вот этот дамоклов меч. Взорвется, не взорвется, застрелят, не застрелят. Никаких других предположений секретарь Совета Безопасности не делал, пояснив, что он не пожарная команда, а его цель, используя президентский указ, создать систему, которая в принципе исключит проявление терроризма. Алексей Кандулуков, Владимир Авдеев, НТВ, Москва.